Кадабага. Аскар. Хотим, знаете, вот мы вчера на передаче были. Вот с Канагом мы уже на 3 передачах. Никогда мы не можем мысль нормально донести. А может быть, что-то такое сделаем, чтобы мысль свою донесли, что мы для Казахстана, для плане развития Казахстана. Что мы есть новая. Короче, сегодня будет влог очень длинный. Да. Вот сейчас много дискуссий идет насчет казахского языка. А чисто обывательский вопрос, вот прямой вопрос, с чего начать изучать язык? Ну, когда говорят, с чего начать изучать язык, надо иметь в виду, что люди, которые начинают изучать язык или задают этот вопрос, это разные люди, правильно? Да. То есть язык может быть для детского сада, предположим, для школы, да, для курсов, да. Язык может быть литературный, значит, разговорная речь и так далее. Ну, тогда да? Для быта. Вот. Поэтому я могу говорить за себя уверенно. Вот. Я не могу говорить, предположим, о методиках для школы и так далее. Я могу говорить о методике, которая разработана мной. Это методика для взрослых русскоязычных людей. Вот. Ну, таких у нас людей очень много. Это не десятки, не сотни людей, не тысячи людей, это миллионы людей. Миллионы людей, поскольку вот. Я, например, 1959 года рождения. Вот. Почему я так вот говорю? Именно прям 1959. Потому что в 1959 году проводилась всесоюзная перепись населения. Население казахов, сколько вы думаете, было в Казахстане процентов? В общем, вот эти данные, которые я поднимал статистически, это 29%, 29,68 что ли, процентов. Вопрос еще из этих 30%, сколько чисто казахоговорящих было, да? К замечанию Влада, когда сейчас говорят, сколько там, на каком месте в мировой табели о рангах, предположим, стоит казахский язык, да? Вот. Но если взять по численности населения и так далее, как общепринятая методика, мы где-то на 74-м месте в мире стоим, да? Если принимать во внимание то, что все 100% казахов, сколько их есть, да? Уже 15 миллионов во всем мире, что они все говорят на казахском языке. Но на самом-то деле мы знаем, что это совершенно не так. И, конечно, точных данных нет, но вот даже президент в своей речи как-то сказал, что половина казахов не владеет, да, казахским языком. Вот. И, ну, предположим, то, что официальные данные озвучивают, предположим, члены правительства говорят, там 86% как бы владеет казахским языком. Ну, я склонен не доверять этим данным и так далее. Вот. Поэтому, вот вы меня спросили о методике. Я сам вырос русскоязычным казахом. Ну, я в начальную школу закончил, я был один казах в классе. Вот здесь недалеко, я вот сейчас вот приехал в городе Астане, нахожусь, это вот моя родина, здесь недалеко отсюда был такой город Алексеевка, сейчас это станция Аккуль, ну, Аккуль, да? Вот, там был маслозавод, вот я пошел в начальную школу там, с 1 по 4 класс, я был единственный казах в классе, вот, и мы жили на улице Достоевского, я не знаю, сейчас она есть или нет, улица Достоевского, дом номер 82, я помню, вот, это очень большая улица, длинная, но на ней было 2 семьи всего казахов, мы, Тасибековы и Абиловы. Вот. Ну, те тоже были как бы русскоязычные такие, вот, и мы жили там, рядом у нас соседи были, предположим, русские, немцы, поляки, ну, вот такой вот состав национальный. И татары были, ну, для нас русский язык был как бы вот, ну, языком, на котором я вот научился говорить, на котором я начал читать, на котором писал стихи там и так далее. Это, будучи ребенком еще, я писал стихи, которые печатались там во всесоюзных журналах. Вот, я очень любил лошадей. Вот. Спасибо, Влад мне напомнил про это. И я еще, будучи в школе, как бы вот написал стихи, я очень любил лошадей, там отправил в Москву целую как бы такую тетрадь со стихами о лошадях. Вот, ну, опубликовали четверостишие. Вот, я сейчас его прочту. Светлочалый скакун,
Под казахским седлом хвосты и грива на нем полыхают огнем. Он несет мой народ сквозь года и века, и не скажет казах, не люблю я коня. Вот так. Ну это Это в каком возрасте? это где-то так, 5 класс, это какой возраст? Да. Ну где-то лет 12-13, наверное. Не, Мы- я хотел мы имеем, просто мы им- спросить, вот да, мы с имеем, какого момента вот вы начали учить? мы имеем то, что 12 лет вы же не знали вообще, мы, да? мы имеем то, что имеем, да. Ну я вот, например, могу там привести примеры. Просто сейчас часто вот этот вопрос задают, да. Сейчас я достаточно хорошо говорю, да, на казахском. Вот вчера был на телепередаче, да, на ток-шоу меня приглашают и так далее. То есть, ну, письменный, конечно, отстает, но я хоть не такой какой-то оратор, да, большой, но свою мысль я свободно могу донести на казахском языке. Вот. И очень часто этот вопрос задают. Я вот сейчас вот вспоминаю, вот меня зовут Ханат, да, вот я хорошо помню, что в детстве у меня были такие очень большие терзания по поводу того, что означает мое имя. Я знал два слова. Два слова я знал. Хан – кровь. Я знал это слово. И знал слово ад – лошадь. Ну, может быть, уже как бы в любовь к лошадям пробудилась тогда. Вот. И я все время думал, почему меня назвали кровь лошади. Вот хан-ат. Я знаю ханат, я ханат. И это очень долго продолжалось, я все время напряженно думал. Я не знаю, почему-то я не спрашивал там и так далее. Или был, ну, стеснялся, может быть. И в какой-то момент я осознал, когда я услышал, это для меня было эврика, открытие, что ханат это крыло. Ну вот, печное отопление же тогда. Да. Вот, не центральное, конечно, жили в частном доме, и вот возле печки лежало гусиное крыло, которым как бы собирали там золу, рассыпавшуюся и так далее. И кто-то сказал, я когда услышал, это для меня было такое открытие, эврика. Приехал когда уже в институт, ну это мне уже 18 лет, я учусь на первом курсе в Алматы. Естественно, я поступил учиться на коневода. Я ехал в автобусе или в троллейбусе, не помню. Вот. И мой взгляд упал на афишу наименование химчистки. Было написано Ашахар. Ашахар это снежинка, да? Слово, которое как бы несколько значений имеет. Сейчас как Снегурочка тоже применяет. Но Ашахар это снежинка. Ашахар, да? И я тоже задумался. И тоже вот как в детстве я когда задумался, я приехал, и у меня такая вот мысль вертелась, почему назвали химчистку «Деньги снег». Ашахар, я вот Аша тоже знаю, Ашахар знаю, «Деньги снег». И думаю, почему написали «Деньги снег». Вот, ну, как-то вот так вот было. Потом я узнал значение этого слова. Ну, уровень вот такой, когда говорят, вот вы совсем не говорили и так далее. Это же не сухахили, правильно, язык казахский. Мы живем в Казахстане, как бы. Где-то какие-то слова. Да, какие-то слова есть всегда доносятся, среди остаются. любого человека русского, спросите, ты знаешь по-казахски, он скажет нет. Ну, обязательно добавит, практически все говорят. Но я понимаю, когда говорят уже. Да, о чем-то я там понимаю. Да, это среда языка, она в любом случае она сужает и так далее. Среда, вот, это прибалтийские республиках, вот то, что глубоко уважаемый Доскошин говорит, что нам надо вот прибалтийский опыт брать, там, вооружение и так далее. Он правильно говорит. Вот. Но для того, чтобы прибалтийский опыт мы могли у себя внедрять, ну, знаете, да, про его, значит, концепцию, гипотезу, он, ну, создается языковая среда, и когда все говорят на казахском, если к вам обращаются на русском, предположим, вы отвечаете на казахском. И люди поневоле, которые не знают языка, как бы, ну, начинают тоже учить и так далее. Вот. Ну, прекрасно, это как бы это хороший такой метод, да, для того, чтобы вовлечения общества в орбиту казахского языка людей, которые не знают. Но для этого должна быть среда, правильно? То есть, если бы все 100% казахов, сейчас нас уже 73, по-моему, процента, да? Вот если нас было 29% в 1959 году, сейчас, по-моему, за 70 или 76%, да? Общей численности населения, ну, доля казахов, да, составляет. Вот. Если бы все 76% говорили на казахском, ну, естественно, люди других этносов бы вовлекались в орбиту казахского языка. Оскар, если взять вот поэтапно, вот чем я занимаюсь, предположим, да, это то, что, ну, если половина казахов не говорят на казахском, надо создать языковую среду. В первую очередь самих казахов же надо научить, правильно?
Да. Поэтому вот, моя методика, она направлена в первую очередь на обучение людей взрослых, не какое-то, предположим, делопроизводство, предположим, обычному казахскому языку, Ну, вы разговорному. поняли, про что устному. говорю, Да. разговорный, Чтобы, да, простой язык. Да, хотя бы простому элементарно-то что-то изъяснить. Вот, и вот это чем я занимаюсь. Если, как бы, после того, как бы все сами уже казахи, ну, как бы это не звучало аполитично, предположим, да, что там, предположим, делится на нации, там, предположим, вот, Владислав, предположим, кореец, уже можно сказать, что вся страна его любит, если кореец, кореец, которого любит Казахстан. Почему? Потому что это кореец, который овладел казахским языком, сам говорит прекрасно и учит других, да? Вот. Поэтому после того, как все казахи сами заговорят, уже, значит, люди других этносов, они будут, ну, поневоле вовлекаться в орбиту казахского языка. Вот. Ну, а сейчас, если, предположим, даже скажешь кому-то там, почему ты не говоришь на казахском, говорю, ну, вы сами сперва научитесь, да, сами, вы сами не знаете, правильно? И что ты тогда ответишь? Өздерің үйреніп алдыңдар десе, біз жауап беретін жауабымыз жоқ қой. Сен өзің сөйлемейсің, сен несін талап етесің десе. Солай ғой? Можете там говорить очень много слов, предположим, о каких-то высоких, там, о родине, о материнском языке и так далее, да, но если он, как бы, вот ему для его комфортной жизни, да, ну, требуется для работы и так далее, требуется английский, вот, и вместе с тем, как бы, будете говорить высокие слова о родине, он будет учить английский, правильно, а он будет прекрасно говорить на английском, да, что мы видим на самом деле, да, работать на какой-то инофирме, а на казахском, как бы, говорить и изъясняться с трудом. Я сам, например, учился во Франции, да, больше 3 лет, вот, и когда приехал, и я вот, когда осознал, что, например, французский язык знаю уже гораздо лучше казахского, мне стало очень, как бы, позорно, стыдно, и я начал казахский, как бы, вот, это тоже был толчок, понимаете? Моя методика, она заключается в том, учить человека, то, ну, начинать учить хотя бы, да, с тех вещей, которые ему действительно нужны, которые ему, ну, вот, как бы шкурно необходимы ему. А где он не может говорить на русском языке? Когда он пойдет на Наурыз, да, когда он пойдет на Цаукесер, Харканан Шхару, Алпсқа келген той, например, вот, ну, ваши ровесники, наверное, сейчас вот 50-летие там справляют, да, елуге келген мерейтойы, сол жерден барып бір жақсылап тұрып тілек білдіру керек, солай емес пе? Осындай дастарханда отырғанда біткен кезде батасын беру керек, солай емес пе? И вот на бумажке заучиваешь. Вот на бумажке заучишь, вот это я предложил, как бы, в основу своей методики. Это Вложил- книги теперь. Да, это как бы, ну, лежит на поверхности, и многие так и научились говорить. Вот, но это я, как бы, структурировал, систематизировал, и для каждой, вот, сама книга моя называется «Ситуативный казахский», для каждой ситуации я даю, можно сказать, джентльменский набор, какое-то, как бы, какое-то количество фраз, выражений, пословиц, обязательных к заучиванию. Я совсем забыл. Вы берете смартфон любой, это Android или iOS, неважно. В Play Market, у кого iPhone в Apple Store, набирайте «Ситуативный казахский». Так. Алима Такеева, издательство Алимы Такеевой. Вот. Поэтому спасибо нашему оператору мобильной связи. Рекламу делаю уже. Ага. Супер. Кейсел, правильно, надо да, делать. Кейсел, Таких почему которая нет? профинансировала выпуск вот мобильного приложения «Ситуативный казахский». То есть сейчас, как бы, книга, 1 и 3 том,
вот, они доступны в мобильном приложении. Товарищ здесь из Астаны мне звонит в Алматы и говорит, ему звонят его братишки из Павлодара, которые пришли на похороны, ну, в дом, где кончина, и не знают, что сказать. Они ему звонят в Астану, а он мне звонит в Алмату и просит, скажи там вот эти вот фразы, вот, которые подобают случаю. А теперь как бы вот это все в смартфонах есть. Да. Вот тоже могли бы государство помогать ему оплачивать, покрывать его расходы, да? Это вообще И чтобы он сколько собирал работаю, людей. как бы никогда И с удовольствием ничего. люди бы приходили. Вот если по поводу денег, я, Влад, извините, я просто свою принципиальную, уже 9 лет, да, я как бы вот занимаюсь этим, вот, ни разу ни какого-то гранта или чего-то как бы мне не последовало как бы со стороны государства. Мы, да, первый и второй том выпускали как бы за счет государства, ну как, его выпустили и раздали по библиотекам, то есть от этого я имею как бы моральное удовлетворение. Вот. Клуб казахского языка, о котором сейчас вот мы, надеюсь, поговорим, да, он работает уже как бы у меня в Алматы больше 2 лет, да, ну тоже вот, ну ни копейки не выделяет, я не жалуюсь и так далее. Но вместе с тем мы знаем, что на развитие языка, ну раз уже о деньгах зашел разговор, не я его начал, значит, мы знаем, что выделяются колоссальные суммы. Когда-то это был миллиард, выделялся, там сейчас выделяют там 500-600 миллионов тенге и так далее. Куда они деваются? Я просто хотел бы сейчас сказать, да, что у нас вот как во всем в Казахстане, значит, есть люди, которые имеют доступ к материальным ресурсам, есть люди-энтузиасты, которые делают реальные дела. Вот. И к сожалению, они не соприкасаются. То есть выделяются государством деньги, какие-то люди их делят, что-то они делают, абсолютно нет результата. Мы, предположим, с Владом, ну, может быть, немножко это нескромно позвучит, мы делаем реальные дела, но как нескромно, все-таки как бы цифры там, и они говорят о себе, да, предположим, у меня книга, она была вообще самая продаваемая в Казахстане среди всех авторов, среди всех издательств. Ну, сейчас она как бы 36 тысяч уже проданных там экземпляров и так далее. День языков, даже меня могут не пригласить, предположим. Там. Или вчера была, предположим, передача, в которой мы с Владом участвовали, вот, и на тему языка. Вот. Меня пригласили вообще в самым последнем. Я успел сказать только там пару фраз, да? Самым последним пригласили. И, ну, Влада пригласили, но его не посадили в числе экспертов, а он сидел как бы, ну, в числе, вот, ну, как это, ну, аудитории. Ну, естественно, дали ему слово и так далее. Ну, если бы у меня как бы была возможность, я просто не успел, потому что меня к концу только завели туда и представили вообще другим именем. Вот, если бы у меня была возможность высказаться, я бы сказал, что Қазақ әрқашанда алыстан келген адам сыйлайды. И Владты біз құрметтеуіміз керек. Ең төрде отыратын Влад болу керек. Правильно? Влада надо было посадить, и он должен центровой фигурой быть. Почему я это говорю? Не потому что я, предположим, хочу понравиться, да, Владу. Или потому что как бы я какие-то... Я говорю это потому, что у нас в чем проблема государственного языка казахского? В том, что есть люди, которые не знают этого языка, правильно? Значит, как эту проблему решить? Надо людей научить казахскому языку. Ну, то, чем как бы Влад занимается, чем я занимаюсь, да? И он служит живым примером, что это можно сделать, и он говорит, я служу примером для русскоязычных казахов в таком возрасте, как вы, предположим, что можно овладеть языком, это никогда не поздно, можно вернуться к своему языку и так далее. Вот. Это не потому, что я как бы, выпячивание себя и так далее. Ну, на самом деле реально. А те люди, которые как бы говорят, которые вот часто в аудиториях собираются, это люди уже 30 лет говорят, они не сходят как бы с экранов, газет, да. Это как бы их уже новое надо, да. Уже профессия, они просто это приходят как, вот, и говорят эти вещи. Да. Я себя как же, я в забеге. Забег я начал с того, что я 0 в казахском. Второе, мне теперь нужно перегнать казаха, который очень, такого слабого шала казаха. Я, по-моему, его уже выше его уровня. Да. Теперь мне нужно рядового нормального носителя догнать. Среднего. Потом надо его перегнать и выйти на уровень Омара Жалила. Примерно, я так. Это кто такой? Омар Жалил, он боевец. Он тоже известный. Я его тоже хочу.